Культурология — это новый тренд, его надо изучать. Скоро это станет прямо самым главным ключом к пониманию нашей эпохи. Мне кажется, это мистика какая-то даже. И сама история вообще появления этой науки, она тоже очень такая странная и загадочная. Вот должна быть как метафора, идея и что-то, что считается человеком, что человек, зритель поймет, но при этом я не сказала это словами и в лоб. И вот как раз у нас, как ни странно, в Советском Союзе это получило развитие. Вот это интересно. Да, начали появляться школы культурологические. И к 80-м годам у нас вообще буквально возник культурологический бум. Перестанешь жить спокойно. Теперь в каждом фильме, в каждой сказке будешь видеть символы коды. В чем секрет, например, успеха «Иронии судьбы»? Потому что это все то же самое. Это и есть переработка вот этого мифа. Лево пойдешь, направо Да. пойдешь, прямо в культурологию Правильно. пойдешь. Всем привет, меня зовут Дарья Егорова. Сегодня у нас в гостях Олеся Витальевна Строева, доктор культурологии, проректор по научной работе Института кино и телевидения ГИТР, профессор и заведующая кафедрой теории и истории культуры. Олеся Витальевна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время и хотите все-таки с нами раскрыть эту тему культурологии. И мне был очень такой важный запрос. И сегодня очень вас прошу простым языком помочь мне найти вот эти ключики к сложной теме. И судя по вашему доктор культурологии направлению, вот так спрошу. Я слышала среди медийщиков, журналистов и вообще вот этой сферы, что культурология — это новый тренд, его надо изучать, надо разбираться, потому что вот-вот-вот скоро это станет прямо самым главным ключом к пониманию нашей эпохи и вообще, чтобы быть в тренде и находить крутую работу и понимать, надо разбираться. Что это такое? Ну, мне кажется, что это действительно одно из самых актуальных вообще направлений и в науке, и даже не в теоретической, а может быть в прикладной действительно. И я бы так сказала, что культурология — это вообще наука будущего, даже вот так. Просто сейчас мы уже понимаем, да, ее необходимость и актуальность. Вообще, надо сказать, что она одна из самых молодых наук. Она не так давно, в общем-то, сформировалась. И вообще она очень парадоксальна, и ситуация с ней, я бы так сказала, у нас в стране Почему? тоже парадоксальна, и в мире. Потому что дело в том, что ее не существует как науки в списке других наук, даже гуманитарных наук не существует. То есть нет такой науки культурология. При этом есть какие-то аналоги, ну, допустим, на Западе, да, это называется cultural studies, но это не совсем то, что мы подразумеваем под культурологией, например. Вообще говоря, удивительно, что только в России она существует в образовании как дисциплина. Но, опять же, есть научная, даже не научная специальность. Научная специальность сейчас называется теория истории культуры. Но есть научная степень. То есть, например, я доктор культурологии, есть кандидаты культурологии и так далее. То есть есть диссоветы, которые защищают по культурологии, да, диссертации. Ну, в общем, я говорю, и сама история вообще появления этой науки, она тоже очень такая странная и загадочная, потому что вообще придумал этот термин культурологии физик. Физик? Да, физик Вильгельм Оствальд. Он жил, ну, он родился в середине XIX века и захватил немножко XX век. И тоже тут, знаете, тоже такая странная история. Мне кажется, это мистика какая-то даже. Потому что, смотрите, он немец, да, но он родился в Риге. Тогда это была Российская империя. Ну, то есть он такой прибалтийский немец. Писал он всегда на немецком языке. Но он как будто бы все равно имеет отношение к нам, да, к Российской империи. И это тоже вот не случайно. Сейчас скажу, почему. Потому что дальше, да, собственно, когда предложила вообще такой термин культурология, ну, в общем, сам термин логичный, да, то есть логос — это вообще, в принципе, учение, мышление, слово и так далее, то есть филология, там, да, или какие-то другие, там, все науки так называются, да, то есть культурология — изучение культуры. Но его-то мысль заключалась в том, чтобы посмотреть на культуру как на нечто цельное. Да, то есть никто до него, в принципе, в гуманитарных знаниях, да, так не рассматривал культуру. Хотя вообще в философии, да, всегда существовало какой-то интерес к
осмыслению культуры в целом. Но тут вы понимаете, в чем еще дело, что, собственно, само разделение на естественные и гуманитарные науки, оно тоже произошло только в XIX веке. До этого вообще все знание было таким синкретичным, да, все было все вместе. И вообще всем занимались философы, я так вам скажу, да. И все вообще выросло из философии, по большому счету, да, поэтому и культурология тоже, так сказать, было бы естественно, если бы она была предложена философом. Но вот так получилось, что он, вообще говоря, ну, он такой очень странный был физик, у него вообще была какая-то концепция. Он не верил вообще в существование атомов, молекул, Он например. такой: "В физике у меня не Да, получается, да, займусь что-то какой-то культурой". он тоже был странный немножко, потому что я говорю, что пока вот не получили доказательства существования там молекул, атомов, он не верил в это, он вообще это все опровергал. И у него была такая теория, он называл ее энергетичности культуры, и он предложил применить, вот, собственно говоря, да, физические законы к изучению культуры. И, ну, все знают, да, закон сохранения энергии в физике, да, такой один из самых базовых. Ну и, собственно, вот у него концепция культуры была такой, что мы в культуре тоже должны сохранять энергию. И я сейчас скажу, и это на самом деле было его некое предвидение. Потому что к этой идее потом, спустя 100 лет, вернулся тоже, кстати, странный, так сказать, человек, которого зовут Илья Романович Пригожин, но он не русский, он сын мигрантов, да, которые там уехали после революции куда-то в Бельгию, по-моему, да. И, ну, по сути дела, он русского происхождения, но он вырос там, получил потом Нобелевскую премию, и он химик. И Как вот, он отношение да, имеет к а вот я культуре, сейчас будучи объясню. Это химиком? тоже такая запутанная история. Значит, потому что он предложил, вот он разрабатывал там, значит, законы термодинамики и так называемую, вообще впервые описал неравновесные системы, и он понял потом, что вообще, в принципе, не только химия, биология или физика работает, да, по этому закону. Вот он как раз там про энтропию писал, да, про бифуркации, про вот эти вот Что-то неравновесные системы. Так очень нет, сложные на самом деле не слова. сложно. Это очень интересно. Я могу, в принципе, тоже вкратко про это сказать потом. В общем, суть в том, что и вот идея была, это он придумал синергийный подход. Вот сейчас мы говорим, да, про это слово синергия, часто Да, оно да. встречается. Очень Так, популярное слово среди да, медийщиков. да, вот, так это и есть, собственно говоря, некий синтез и такой междисциплинарный подход, когда мы соединяем, да, опять соединяем все знание и как бы его синтезируем, А да, вот, то есть это кстати, когда говорят, вот, там блогеры и вообще медийщики говорят, изучать, медиакультуру, потом делать мультиформаты, Мгм. делать синергию разных, тем и объединять. Вот. Получается, вот этот Да, физик обскакал время свое, потом да, он уже химик тогда, вот, то подключился. есть Оствальд этот придумал, да, вот этот такой Мгм. интересный подход переноса, да, там, скажем, одних законов на другие, да, а потом этот Илья Пригожин, вот он снова, да, к этому вернулся. И вообще, на самом деле, сейчас мы тоже это чувствуем, да, что на самом деле, условно, да, искусственный интеллект, да, который все время вот обсуждается бесконечно, да, я даже хочу тоже мы проводим сейчас со студентами, да, специальные исследования, как они сами относятся к искусственному интеллекту, как они его мифологизируют. Я хочу вот такое, так сказать, исследование провести, потому что мы слишком много, на самом деле, от него ожидаем, а он пока не способен нам дать того, что мы от него хотим. Ну, мы Но только суть, начали. да, да, ну понятно, что он тоже еще пока только там начал развиваться, но тем не менее, да, вот уже в самом этом феномене искусственного интеллекта уже соединяется вообще огромное количество разных знаний, да, потому что это и кибернетика, там, математика, алгоритмы и так далее, с одной стороны, да, с другой стороны, это обязательное знание устройства вот, ну, мозга, допустим, да, то, что из нейрофизиологии можно взять, в том числе психологии и всяческих разных гуманитарных наук, То есть как раньше поведенческих и электричество так далее. обсуждали на каждой кухне, Да. сейчас, искусственный интеллект. И, кстати, и философии там тоже очень много, потому что философия и феноменология, например, ну, вот, там, собственно говоря, Кант и вся его критика чистого разума — это про то, как работают механизмы сознания, да, синтез, анализ, там основные все, так сказать, процессы, процедуры. Это все тоже философы вообще этим занимались и описывали. Как раз без этого тоже невозможно, например, да,
функционирования этого искусственного интеллекта. Вот, так вот, просто возвращаясь собственно, к культурологии, да, как ее тоже очень странно, да, судьба складывалась, потому что Оствальд, ну, он просто, так сказать, предложил эту концепцию, но никто ее не особо Не понял. не подхватил, не понял, не стал развивать. Но потом странным образом американский антрополог узнал, видимо, прочитал там о его концепции. И вот он уже где-то в середине уже 20 века предложил такой проект. И он так его назвал культурологией. Вот именно культурология, да. И как раз его мысль-то заключалась в том, что поскольку он занимался антропологией, этнографией, да, он, ну и вообще тоже социологией, вот он говорит, что давайте мы будем больше заниматься особенностями разных культур, да, и воспринимать тоже культуру как совокупность там разных, значит, явлений. Он там выделил 3 уровня культуры, но главным, кстати, для него был технологический, да, и он был такой приверженец концепции эволюционизма, то есть рассматривал, опять же, эволюционизм же возник в биологии, по сути дела, да, это от Дарвина все идет, да. И вот они как раз применяют эту теорию эволюции к развитию культуры, соответственно, да, то есть рассматривая как единый процесс от первобытного общества до современности, да, то есть и ища некие универсальные, опять же, механизмы того, как работает человеческая культура. И ну, тут же еще подключился психоанализ, да, потому что психоанализ, он тоже рассматривает, да, всякие психические процессы как нечто универсальное, и то, что вот называется архетипами, сейчас тоже везде, где не Ой, посмотришь, да. везде архетипы. Обязательно каждый маркетолог, журналист, Да. медийщик, блогер, СММщик. Мгм. Так, здесь визуал и стиль будет архетип, не знаю, мудрец, Вот, да? И все такие, совершенно что это? верно. Пошли смотреть у искусственного Кстати, интеллекта спрашивать, что такое даже вон мудрец? Третьяковская галерея наконец дошла до архетипов. У них тоже сейчас вот, по-моему, уже заканчивается. Не знаю, может быть, еще идет выставка "Архетипы русского авангарда". Они там всех художников по архетипам разбили. А мы, кстати, давно тоже этим занимаемся. Я постоянно вот, даю каждый год, да, аспирантам задание такое. Ну, в том числе, да, мы анализируем там мифологические клише в современных, фильмах. И в том числе привлекаем эту теорию архетипов. Но она потому что, ну, это её разработал Карл Юнг, и эта теория архетипов, она действительно универсальна. Да, и вот через эти образы, да, мы можем, так сказать, смотреть. Причем они могут быть совсем универсальными, то есть для всего человечества, например, да, характерные. Ну, то есть там вот как раз архетип матери, младенца, там, отца, старца какого-нибудь. Есть национальные архетипы, да, как раз вот это напрямую имеет отношение к культурному коду. Да, то, что мы называем, Да-да. и тоже ваш канал так называется, и вообще, в принципе, да, сейчас тоже вопрос такой насущный, а каков наш культурный код, как Кто как мы это можем его понимает. определить То и есть так далее. я уже много раз поменяла даже, свое понимание с момента, когда я назвала так канал. Я уже несколько раз, дообогащала свои знания и пытаюсь все таки разобраться до сих пор, что это такое и вообще, что, я Ну вот и подразумеваю. можно сказать, что в какой-то степени это набор архетипов, действительно, да. Мы можем тоже поподробнее вот поговорить. Я просто мысль хочу закончить по Про то, поводу как, культурологии, да, да, как биология, эволюция, да, то изучение есть культуры. смотри, тут интересно, что Лесли Уайт и его последователи, они, ну, у них такой крен все-таки в социологию, конечно, и в антропологию в большей степени, но потому что англо-американская вот эта вот вся наука, она такая прагматичная, да, по сравнению с нами, например, или с европейцами даже. Но, как ни странно, тоже в этой англоязычной среде его проект культурологии не получил развития успешного. Опять никто не поддержал. Никто опять не поддержал, да, то есть, но вот это удивительно, да, что вроде бы такая хорошая идея. Друзья такие: "Да-да, очень интересно, Ну, то есть занимайся они все говорят: "Да биологией". зачем вот нам вот это?" Ну, то есть она потому что все равно как будто мета такая, метанаука, да, то есть сверхнаука, которая вроде бы должна все объединить, а все хотят все равно в своих областях там, да, Поконкретнее, там да? поконкретнее, поуже как бы чем-то заниматься. Но, вдруг, значит, в Советском Союзе, ну, уже это 50-60-е годы, появляется такой ученый армянского происхождения, ну, тогда это был он советский, да, все равно, по фамилии Маркарян. И вот он начинает изучать концепцию Уайта, ну, в том числе этого Оствальда, там тоже, да, раскопал и так далее. Вот.
И дело в том, что в Советском Союзе же было запрещено вообще популяризировать каких-то там вот этих буржуазных ученых. Да? Они же были для нас, да, идеологическими врагами. И он, смотрите, он такой хитрый был. Он под видом критики этого Лесли Уайта ввел, значит, в наш советский научный оборот это понятие культурологии. И вот как раз у нас, как ни странно, в Советском Союзе это получило развитие. Вот это Да, интересно. то есть там везде это все как-то заглохло, а у нас начали появляться школы культурологические. И к 80-м годам у нас вообще буквально, даже так называют, возник культурологический бум. Причем возникло два направления. Вот именно вот такое больше социологическое, да, и основанное там на всяких там вот этих технологических, да, и экономические, да, там какие-то факторы включаются и так далее. Ну, такой более прагматичный, что ли, да, подход. А с другой стороны, у нас ведь сформировались очень, такие серьезные, важные школы на базе филологии. Да, это вот семиотика, структурализм, ну, например, Лотман, Бахтин, да, то есть вот это такие мощные ученые. Кстати говоря, Лосев тот же самый, да, который тоже, в общем-то, философом считается, но он из филологов вообще тоже вырос, можно так сказать. И вот, например, для меня, да, как для культуролога, вот они втроем, вот как раз Бахтин, прежде всего, так сказать, был Лосев, да, потом Бахтин, потом Лотман, да, это вот такие три кита, на которых стоит наша гуманитарная наука, и в целом, и в том числе вот они, хоть они и не называли себя культурологами, но тем не менее, мне кажется, они самый большой вклад вообще внесли в развитие культурологического подхода, вот такого именно плетения или синтеза, да, разных Они вообще были дисциплин. последователями друг друга или Нет, они вместе вообще разные, работали? они совершенно разные. Они не Они вместе никак. Это вообще отдельные, совершенно такие автономные, можно сказать, ученые. У на каждого там сегодняшний своя судьба, да, у каждого, в общем, своя школа была и так далее. То есть они никак не пересекались. Это мы сейчас, да, можем уже их синтезировать как раз, да, и получается замечательно. синергии, да, Да, наука опять же, да, снова. синергийный подход. Потому что, ну, скажем, Лосев, он и больше на философской традиции. Причем еще, что мне нравится как раз в них, то, что, собственно, вот тот же Лосев, да, он опирается на нашу русскую традицию философскую, да, религиозную. Это Соловьев, Флоренский, ну, потом уже Бердяев тоже параллельно с Лосевым это развивал, но, правда, он тоже в эмиграции был, поэтому там как бы отдельная эта ветвь. Но, тем не менее, да, вот, скажем, Бахтин, он вообще из литературоведов, да, и он, ну, свои концепции, которые потом стали действительно универсальными культурологическими, и они известны во всем мире, да, это концепция карнавализации, вот там, допустим, диалога культуры, мы его даже можем назвать и в том числе представителем герменевтики, да, это тоже такое вот философское, тоже такое вот лингвистическое, можно так Мгм. сказать, направление, да, близкое в чем-то и по структуралистам, да, там, французской школе. Ну, то есть это все завязано на языке, потому что, в принципе, культура, она выражает себя, конечно, в разных языках. Ну, то есть и в вербальном языке может выражать себя, и в визуальном языке. То есть это главное средство, как оно себя вообще выражает. То есть в символических, знаковых как раз системах, да, оно себя Вот, кстати, вот выражает. про символические знаковые и вот выражения. Сейчас, например, говорят, вот чтобы запустить какую-нибудь рекламную кампанию, пиар-акцию, какой-то суперпроект, шоу и так далее, говорят, какая у вас концепция? То есть вот такое слово, которое, ну, Мгм. в рекламном мире, ну, и в пиаре, оно как бы такое современное, твердое и считается концепцией как представление твоей идеи, твоей защиты. Концептуально надо рассказать, из чего она, в чем идея, на чем она основана, что строится, какие там архетипы, тоже говорят, М. расскажите. Потом еще история, когда, если это зарубежный бренд, и он, например, выходит на рынок России, Мгм. они не могут использовать свои вот эти символы, коды, потому что их русский человек, россиянин просто не поймет. Там Мгм. какие-то свои приколы, связанные с историей там, или культурой их страны, и вообще ничего не понятно. Даже один в один нельзя переводить слово, надо доработать, не знаю, название там, не знаю, модели автомобиля даже. Вот бренд такой-то, а модель должна быть переработана и подана с визуалами
с концепцией там путешествий, визуалами нашей там российской семьи в реалиях страны и города с особенностями дорог. И получается, что по факту вот эти рекламщики, пиар-агентства и все те, кто разрабатывают концептуальную историю запуска нового продукта, преподнесения пиар-повода информации, основываются вот как раз на всех работах вот этих великих ученых людей, которые еще с тех времен, да, все разработали. Ну, кстати, вот про вот эти коды, да, Да, про кодировку, раскодировку и так далее, да, декодирование и так далее. Это как раз вот Лотман и его школа это разрабатывали, это как раз часть семиотики, да, и как раз мгм. вот они занимались, там еще был и Капсон такой, да, то есть они там с Лотманом в такой, в полемике были, у них немножко были разные позиции, он тоже в эмиграции потом в Париже жил, ну, в общем, но они разрабатывали в том числе вот эту вот теорию коммуникации, и то, что сейчас, да, вот мы называем там всяческими информационными вот этими технологиями, да, Да, это да. все там у них тоже зарождалось. Они причем использовали данные исследования мозга, полушарий, то есть у них вот это вот бинарная позиция, этот, да, термин, он как раз возник тоже в семиотике, в структурализме. Бинарная Двойственная. позиция, да, двойственность, да, Ага. потому что у нас вообще мы вообще такие двойственные все существа, да, как бы дуальные у нас все в какой-то оппозиции находится. На самом деле конфликт заложен в нас самих, в нашей природе. Это как бы с точки зрения философии, с точки зрения вот этих систем информационных. В общем, понимаете, у нас все время двоичные эти коды работают, Я правда. То есть хочу и не хочу 1-0, да, то есть одновременно, да. у нас всегда что-то одно другому противопоставлено, да, то есть поэтому естественно, что и, собственно, вот, допустим, философия на диалектических парах, да, всегда там на этой главный закон диалектики, да, единство и борьба противоположностей. То есть есть противоположности, но они всегда составляют единое целое, да, какой-то, опять же, синтез. Да, и на самом деле я говорю, что, собственно, то вот особенно в рекламе, да, то есть в таких вот технологиях, где требуется манипуляция, да, сознанием, и, в общем, в том числе, кстати, вот французские, да, структуралисты, они тоже же этим занимались. Ну, например, Ролан Барт, он как раз написал книгу очень такую полезную, интересную для чтения мифологии. И он как раз использовал понятие мифа, но уже для современного контекста. Он как раз говорит, что, собственно, вот все потребительское общество, да, оно использует инструмент рекламы для создания новых мифов, да, и как раз это и есть инструмент манипулирования, да, манипуляции. Дойдем до французской Да, и революции. вот как раз, в мифе, как мы уже с вами выяснили, да, есть эти модели бессознательного, да, то, что коллективного бессознательного, как это называет Юнг, как раз это и есть архетипы. Да, вот как раз эти модели коллективного бессознательного, образы и символы, они должны использоваться, собственно, для того, чтобы реципиент, зритель, да, он реагировал на это. Потому что М. самое лучшее воздействие — это всегда воздействие на бессознательное, на подсознание, то, что называется. То, что не выговаривается, как раз не обязательно логически, рационально осмысливается и формулируется в языке. Но имеется в виду самим воспринимающим. Когда мы говорим про создание концепции, да, мы вот это рационализируем, то есть мы это формулируем, Мгм. что так и так. То есть как раз тут и нужно знание, да, психологии и вот этих вот, так сказать, всяких паттернов, да, которые у нас складываются, да, в течение жизни в результате как раз возрастных, например, изменений, этапов, да, которые проходит человек, и у него, в общем-то, там на разном этапе, вот то, что мы называем путь героя, назвал это так Мгм. Кэмпбелл, да, который там, скажем, создал концепцию мономифа, он как раз проанализировал все мифы, существующие разных народов мира, и понял там, что там есть одно вот такое клише, да, которое на самом деле показывает, ну, вот называется «Путь» или «Путешествие героя», но оно демонстрирует как раз этап развития просто человека, его взросления, там, да, инициацию, условно говоря, перехода от детства во взрослое состояние и так далее. И все, на самом деле, интересно, что ядром любой драматургии, да, и в том числе фильмов, кино и так далее, да, любой маленькой истории того же рекламного ролика какого-нибудь, да, как раз является, да, вот эта вот структура или схема путешествия героя, да, или там
схема инициации. Она может быть перевернута, там как-то деконструирована, как-то еще, но все равно все вокруг этого Получается, что если вращается, да. медийщик, там, режиссер, вот, или в киновузе, да, вот Мгм. изучать вот такие схемы, то можно как бы ну, и проще, быстрее писать сценарии, делать Конечно. вот эти крючки, что зрителя уже... Зритель условно ожидает, что ему будет интересно, и Мгм. ожидает поворотные моменты. Но когда и в какой момент эти поворотные моменты или какие-то бессознательные влияния на какие-то штуки, визуальные, художественные образы, какие-то диалоги героев, вот, кстати, преподаватели нам говорили, что когда вы делаете и там театральных или в киновузах этюды, Мгм. они не должны быть в лоб. То есть это не должен быть первый слой. Например, я снимаю там стакан, и вот стакан, и я стакан наполняю водой. То есть это просто, ну, это не этюд, они говорят. Это просто вы там фиксируете реальность там или Ну, фотографируете, конечно, там снимаете. потому что нет. Вот должна быть какая-то метафора, идея и Мгм. что-то, что считается человеком, что человек, зритель поймет, но при этом я не сказала это словами и в лоб. Мгм. Вот Мгм. и как вот это тренируется, вот нащупывать вот эти, как на несколько слоев вниз проходить? Дело в том, что вот интересно, что современные технологии, да, написания сценариев и вообще вот этих драматургических конструкций создания, как раз, ну, в Голливуде вот Мгм. получила как раз популяризацию эту концепцию мономифа Кэмпбелла, да, потом Воглер переписал ее в более простой такой, да, форме и нарисовал эту схему. И потом вот, собственно, все сценаристы начали это использовать, и режиссеры. Вот это клише, да, впервые было использовано в «Звездных войнах», да, то есть так построена там, собственно, вся драматургия, да, через это путешествие героя, причем уже там несколько серий, да, и каждая серия, это отдельное путешествие героя, да, то есть, собственно говоря, на этой схеме сейчас все сериалы тоже, да, так Мгм. строятся, то есть каждая часть, она представляет собой вот такой цикл, скажем, да, завершенный. Ну и, в общем-то, там эти несколько вот этих вот пунктов, да, или поворотных моментов, которые на самом деле, ну, если, так сказать, да, культурологически как раз, да, смотреть вглубь, да, веков, то это как раз и есть, ну, скажем, миф, да, о переходе границы мира живых и мира мертвых, да, и потом просто вот, собственно, этот архетип героя, который присутствует везде, во всех, да, тоже драматургических произведениях, или антигероя, да, то есть это может быть какая-то инверсия. В общем, короче говоря, эта модель, да, она просто демонстрирует некие сверхчеловеческие способности, ну, потому что из мира мертвых вернуться нельзя, да, то есть эта функция только у героя может быть. То есть это кто-то, кто преодолевает человеческие возможности. И это можно интерпретировать совершенно по-разному, Ну, да. То есть, допустим, в например, да. волшебной сказке, да, Ага. волшебная сказка — это тоже, так сказать, переработка мифа, да, ну, скажем, Иван-царевич, который вот идет там за царевной, так как он там Василисой Прекрасной, которую утащил Кощей Бессмертный, и там держит где-то в мире мертвых. И вот он переходит границу, где есть некий проводник, у нас это Баба-Яга, которая в Трикстер странный, такой. да, трикстер, ну, она вообще очень много функций, Мгм. кстати, вбирает в себя. Это вот еще один наш замечательный отечественный ученый Владимир Проб описывал как раз функции наших фольклорных персонажей. И вообще наша вот, собственно, этнографическая школа, туда там и Топоров относится, и многие другие. Ну, в том числе они и с Лотманом вот уже они сотрудничали, да, и очень хорошие исследования как раз сделали нашего фольклора, мифа и так далее. Это тоже, собственно, можно сказать, культурологический, да, материал, который мы сейчас можем использовать и всячески Куда ни применять. пойдешь, что в сказку, что в Да, массовое кино, а это на дело в том, что культурологию да, это натыкаешься. все на самом деле взаимосвязано. Просто вот культурология, она и позволяет видеть эти связи, что все, Система да, такая что это получается. все одно на самом деле, что это все и психология одновременно, и вот, то есть этот Как миф, налево пойдешь, направо да, пойдешь, прямо в ш культурологию правильно, и пойдешь. что мифы, фольклор и сказки — это все едино. Я просто даже сейчас вам расскажу, как это вот, например, в фильмах может проявляться совершенно неожиданным образом. То есть вот, да, у нас, там вот эта Баба-Яга, Мгм. которую как раз он описывал как великую мать, то есть это архетип великой матери, на самом деле, которая одновременно и смерть, и жизнь, и, в общем, она на границе как раз, да, находится. Она и хранительница леса, и она, Граничник. она, значит, наполовину мертвая, наполовину живая. Она там иногда описывается как раз в сказках. И вот ее избушка, она как гроб
потому что она там как-то странно туда не вмещается, а иногда в описаниях так, что она там больше этой избушки. Ну, в общем, и так далее. Там есть печка, это тоже на А вот самом этот деле поворот избушки там к лесу да, вот то, что она да. поворачивается, то, что она как раз вот является как бы входом, да, проходом такой, да, скажем, Вратами. вратами, да, в этот мир мертвых. Там очень интересно, там всякие эти ритуальные, вот уже обрядовая сторона, где у Ивана Царевича там то ли в бане, иногда его в бане моют, да, это как Да, раз да. тоже такое вот, как мертвых обычно перед смертью, да. Мой, Омовение. да, такое чистилище своего рода, да, очищение. А вот хороший тоже символ печки. Это наш, вот это как раз уже наш национальный архетип печка, потому что печка — это символ или образ чрева, да, и материнского, и, в общем, собственно, и образ жизни тоже, да, такой тоже перерождение. Ну, потому что он, когда через Бабу-Ягу проходит, он, это и есть процесс инициации, да, то есть вот он как раз там много пишет о том, что в славянских, да, вот традициях, обрядах, ритуалах тоже были вот эти все, как сказать, ну, понятно, да, что такое инициация. Это, в общем, взросление, То есть когда какая-то мальчик переходит, да, трансформация. во взрослое состояние. И вот там тоже были разные испытания, но это не только у нас, это у всех народов это было всегда, да, то есть кто там через быков перепрыгивал или что там, не знаю, через огонь или Да-да, что-нибудь через еще. Ну, то есть это какое-то серьезное какое-то прям физическое испытание. То есть просто совершеннолетие. да, и удивительно, что в этих ритуалах всегда как раз подчеркивалось то, что ты как бы умираешь и потом возрождаешься. То есть тут еще один архетип важный, про который Юнг тоже отдельно пишет, это вот этот архетип возрождения. А опять же, откуда он берется, да, вот это воскрешение, казалось бы, из мертвых. Кстати, тут и Христос, да, мы можем его вспомнить. Это тот же самый архетип на самом деле здесь повторяется. Потому что так в природе. Потому что все это замешано еще на природных циклах. То есть мы же не просто так отдельно, так сказать, непонятно откуда взявшиеся там существа. В этом мы же все тоже частью природы являемся. И у нас на самом деле очень много вот этих образов, символов. И то, что мы называем культурными кодами, вообще очень многое рождается из отражения природных всяких циклов, явлений и так далее. Потому что зима — это вот смерть, как раз весна — это возрождение, жизнь, и там всякие снегурочки, персифоны и так далее. Это вот как раз символизация перехода, опять же, от зимы к Я весне сейчас поняла, и что если прочее, начать прочее. изучать культурологию, можно потом как, перестать, получается, перестанешь жить спокойно. Теперь в каждом фильме, в каждой сказке будешь видеть, символы, коды, Вот и какие-то более штуки. того, я вам скажу, в чем секрет, например, успеха "Иронии судьбы". Потому что это все то же самое. Это и есть переработка вот этого мифа и Да мифологического ладно? конечно, потому там все ровно по этому клише происходит. Это Иван-Царевич, который летит в царство там мертвых на самолете, правда. И там же еще самый-то важный элемент — это баня. Вот как раз она же из Да, бани с точно. веником, значит, в полу вот этом. То есть он же во сне, да, засыпает, они его сажают в этот самолет, и то есть он в бессознательном состоянии туда попадает, в общем-то, в этот мир А кто другой. Баба-Яга в этой истории? Ну, там, сказать, вот этими проводниками, получается, являются его Друзья? друзья вот эти, да, скажем. Какие-то тоже, можно сказать, своего рода трикстеры, ну, потому что они же вот он же не хотел пить, они его Да-да. заставили. Ну, тут вот как раз Знаете что, если наши вас заставляют, национальные, это да, не друзья, а трикстеры в да, вашей ну, наши жизни. национальные элементы как раз водка, там баня, да, вот он с этим, веник там такой магический, скажем, элемент волшебный, он с этим веником летит туда. И самое это вот интересное, что получается, ну, то есть, условно, Москва — это мир живых, да, получается, Санкт-Петербург — это мир мертвых. Зазеркалье Да, такое. такое зазеркалье, которое ровно такое же, вроде бы, да. Но почему это мир мертвых? Потому что там нет ничего естественного, ничего, ну, там нет любви, условно говоря, да. М. Потому что когда почему он ее оттуда спасает, да, то есть это царевна, которая вот там заморожена, ну, то есть можно сказать, что мир льда. Там, кстати, есть сцена, где, вот помните, этот Ипполит крутится, по-моему, да, на машине на льду. Он там попал на лед, и он там, в общем, как сказать, в ледяном царстве как будто бы оказывается, потому что, скорее всего, можно так сказать, Ипполит — это и есть этот змей или Кощей, который ее держит там в плену. Потому что они же
ну, у них странные отношения, да, то есть у них нет любви, нет тепла, каких-то искренности, да. Ну, просто есть Ну да, если бы они понимание, любили друг друга, зритель не был бы против. ну, Ну, конечно. он как бы что, получается, что, значит, вырывается какой-то мужчина Это и странно, да, прекрасную хаотичный. Причем семью. это какой-то элемент Да. потому что он же, ну, как сказать, элемент хаоса, который Мгм. туда внедряется. В это вроде бы их правильное существование, а они на самом деле, ну, она как бы из чувства долга или, не знаю, из чувства того, что вот так правильно, и, в общем, он вроде как подходящий, да, для нее кандидатура, но никаких там ощущений, чувств нет. Ну, то есть, правда, какая-то замороженность, да, присутствует в их отношениях. Ну и там, если вот анализировать всякие разные, да, интересные элементы, там, вот, скажем, вот эта рыба, которую он не хотел есть, которая как это, заливная рыба. Вот гадость это, да? Что за гадость ваша заливная рыба? Но это тоже интересно. Это даже вот, собственно, фольклорный волшебный элемент, потому что в мире мертвых нельзя вкушать пищу этого мира, потому что ты тогда впадешь в забвение, и там останешься навечно. И он поэтому, он там вообще ничего не ест. Вот странно, да, что вроде это А вот интересно, вот какое-то. кто нам, например, вот обсуждая и делая такой разбор, вот интересно, круто, и понимаешь, что можно тогда вот такого уровня интереса и событий, историю создать, просто используя, так сказать, чемоданчик, набор вот этих вот мифов, там, клише фактов и так Мгм. далее, зная о том, что можно разложить историю вот таким интересным образом, символами, кодами и так далее, собрать. Но не скажут ли нам, что да это просто фильм, вы за уши притянули все эти сравнения и нашли на пустом месте? А дело в том, что самое интересное, что это же модель коллективного бессознательного, и поэтому не всегда режиссер, да, или автор сценария, он не всегда это может сделать рационально. Я так думаю, что Эльдар Рязанов и кто там был сценаристом этого фильма, я не помню, но тем не менее вполне возможно, что они не изучали Ну никакую да, они теорию скажут: мифа, что вы никакого придумываете? Просто Воглера этого. сняли, Нет, а это сделано интуитивно. Как раз это происходит из их культурного кода, потому что ведь вот, собственно, вот эти сказки, да, которые мы там читаем детям, это и закладывает, вот, собственно говоря, эти мифологические клише и модели. То есть эти образы, они с нами живут естественным образом. И поэтому, когда человек начинает что-то придумывать, какую-то историю, да, у него просто оно интуитивно оно все складывается и все так. Ну, то есть это творческий процесс. Он может быть и осознанным, да, рациональным. Вот как раз постмодернисты, они чаще всего, ну, скажем, могут использовать, да, какие-то концепции, да, там, философов почитать, да, и потом, значит, что-то придумать такое рациональное. Но чаще всего творческий процесс-то, он же ведь тоже бессознательный. Поэтому, например, смотрите, допустим, там какой-нибудь «Брат 2», да, Балабанова. То же самое. То есть это вот он же появился как раз в период перестройки, когда нужно было нам возродить наш этот культурный архетип. И Балабанов снимает вот такой фильм. Причем «Брат 2», «Брат 1», точнее сказать, он еще не так сильно вот как-то выражен, да, в плане этого культурного, такого культурно-национальной самоидентификации. А «Брат 2», да, то есть это вот явно, да, что... Потому что в период перестройки начинается, к нам проникает влияние там этого американского, да, западного какого-то культурного кода, условно говоря, да, то есть начинает тоже внедряться, ну, там, специально, не специально, да, то есть вот разные были тоже тенденции. Но дело в том, что нужно было нам опять, потому что это же слом, перелом, советская система рухнула, да, значит, те образы, идеалы разрушились, и нам нужно было срочно опять собраться. У нас дело в том, что вся история наша русская такая, что у нас найти опору вот у нас эту. постоянно, вообще наша проблема в том, что у нас постоянно какое-то происходит вот это разрушение нашего самосознания, самоидентификации, то есть начиная там с Петра 1, который, да, нас решил европезировать и как бы сломать, да, наш этот культурный Уклад. уклад, да, и, в общем, там ему удалось действительно, да, то есть повернуть нас, развернуть нас, так сказать, в сторону Европы. Потом наступила революция, и
то же самое, да, произошел перелом, и начали создавать совершенно нового человека, вот этого советского. Но опять же, с другой стороны, идеологи советского периода, там такие как Луначарский, например, да, это сам Ленин, да, они тоже были гениями вообще в плане и интеллектуалами, то есть они все прекрасно понимали, они очень здорово все просчитали, потому что они не просто так эту идеологию не на пустом месте создавали, они как раз использовали те архаические коды, которые были у нас еще в дохристианскую даже эпоху. То есть это вообще просто потрясающий, так сказать, гениальный ход, как они это сделали все, как это все было продумано на разных уровнях вообще, там из малых лет там все это, значит, Под опять это нужна воспитывалось и так далее. отдельная Это да, это целая целая вообще еще там запись. отдельная Да. история, как это они вообще все удивительным образом проверяли. Ну, я к тому, что Мгм. они не внедряли нам какой-то чужеродный западный код, да, то есть они там, например, были красные скоморохи, да, там, скажем, то есть скоморошество, или как, вот вообще фольклор, да, и сказки как раз, да, самые лучшие вообще экранизации сказок, когда были сделаны? В советское время, да, когда вообще русская литература, классика, да, получила такую вот ну, ценность, да, это все в советском образовании, да, и вообще вся наша культура, там, в любой сфере, да, коснись, там, в живописи, в музыке и так далее, то есть это для нас было вообще самое важное, самое ценное, да, к этому приобщиться. Даже сейчас такого отношения нет. К этому относились как к чему-то сакральному, да, священному. То есть это мы сейчас вот как раз под влиянием как раз вот внедрения этих западных, скажем, да, Тот кодов индивидуализм, там, культурных, да. Не, а у них, self-made герой они вот или изначально, еще раз говорю, отличие их в том, что они прагматики. потребление. Да, ну, и плюс еще повлияло вот это на них, да, общество. Это особенно американская система. Европейцы, они ближе к нам по менталитету намного. Вот американцы, они совсем антиподы. Вот европейцы, да, мы с ними, у нас с ними общая, потому что культурная вот эта база, основа, и мы все равно к искусству, культуре относимся вот с таким пиететом. А вот на примере Да. «Брата 2» Да. получается, вот эта западная культура начала затягиваться. И вот и вдруг, и значит, нужно было возродить нам ну, наш этот, да, русский архетип героя. И вот он появляется, этот Данила, как его звали-то, Багров. Багров. Да, ну просто всё там интересно, что Бодров и Да, Багров, да. да, в общем, уже перемешалось все. Так вот, он же, это, там тоже это все в основе сказка. Да, вот он опять, да, то есть Россия это мир живых, да, Америка мир мертвых, и он туда летит, как Иван-царевич или, может быть, даже как Иванушка, даже уже дурачок. Потому что это тоже интересно, смотрите, Он Иванушка-дурачок. наивен. Да, дурачок, потому что он наивный и непрагматичный. То есть он это делает не за деньги. Там вообще, вот, так сказать, красной такой, да, линией идет вот эта идея, что русский код этот, это когда мы, то есть мы все ради идеи делаем. Нужно помочь. Да, да, нужно помочь, да, или вот, да, желание, там, скажем, справедливость восстановить у него живот, да, это вот главная идея, которая его мотивирует. А деньги ему там вообще совершенно неинтересно. И там все время это подчеркивается, да, что почему там мир мертвых, да, потому что там все вот в угоду потребительства, да, в накопление там средств и так далее, так далее. Ну и то же самое, он же там эту девушку оттуда выручает, да, которая тоже вот, Ой, как собственно, интересно. да, И в вот этом в тоже плену там тоже находится. Ну, понятно, что это интерпретировано там, то, что она проститутка, что она там, значит, но она тоже в какой-то зависимости находится, не может оттуда вырваться и так далее. Ну, и вообще очень, конечно, там много вот таких элементов волшебных, тоже сказочных, да, когда он рассказывает этот стишок, например, да, я как там, помните, по я лестнице. узнал, что у Да. меня есть огромная семья, и вот он идет по лестнице, это ему придает сил. Это как вот богатырям, да, придавал, не знаю, силы земля, которую они с собой там носили и так далее. Там же тоже слова-то об этом же, да, просто о земле. Потому что это тоже наш национальный архетип, вот эта матушка-земля. Да, и даже песня сейчас вот эта популярная, которая, как послушаешь, привязывается, так что просто постоянно в Откликается голове. сразу, Не, ну подъем просто вот какой-то удивительно, да, чувствуется. да.
И Хотя, ну, опять скажут: "Что вы притягиваете?" нет, Так это вот, да, это не а притяжение, чувство вот это, оно же, ну, неподкупно, оно же реально вот я нет, проощущаю. это можно на самом деле не хорошо, так сказать, это не интерпретировать, но это работает. Вот Работает. работает, потому что это один из самых популярных фильмов. Это то, что как раз заставило людей почувствовать, ну, вот это свое, так сказать, поруганное чувство национального самосознания, да, потому что все равно это же травма, когда одна форма у нас там, да, или режим ломается, и мы переходим к чему-то другому, не знаем. Опять, да, то есть у нас каждый раз в эти моменты переломные, да, начинается паника и поиск себя. То есть мы не можем как бы определить, а на что нам опереться. Потому что, скажем, вот даже сейчас, почему этот вопрос опять актуален? Потому что то ли нам на советское прошлое опираться, то ли на дореволюционное, потому что дореволюционная Россия, она тоже вроде бы как будто уже совсем далеко от нас и вроде как не актуальна, потому что это очень сложный, правда, вопрос. Но в любом случае, да, вот то, что у нас сохраняется в нашем фольклоре и сказках, да, это все равно незыблемо. И потому что там отражается еще очень важный элемент. Это вот про то, что я вам сказала еще раньше, да, это влияние всегда окружающей среды, местоположения, географии. Потому что вот в эти культурные коды, культурный код, он складывается в том числе и от взаимодействия с окружающей средой. Вообще очень важно, где живет народ. И как бы вот его история, да, как она тоже переплетается с географией. И это, как ни странно, напрямую влияет на способ мышления. То Вот есть, как интересно, просто сейчас я как будто лучше, сама себя поняла, потому что за последние годы, там, начиная с 22 года, я как будто в том числе, я и мое окружение, продолжает искать, точку опоры и задают вопросы. Отношение культуры, там какие-то политические, внутренняя, внешняя политика, санкции, там отношения с Европой, с Азией, там развороты на Китай, американцы, какие-то у них собственные какие-то истории, которые там влияют или не влияют на нас, в том числе культура, где наше кино, где западное кино. И как будто я настолько в какой-то момент запуталась, но от того, что у меня как бы немножко начали появляться, ну, открываться глаза и появляться вопросы. А что я знаю? Я поняла, что я ничего не разбираюсь, ничего не знаю. Пошла искать, пошла задавать вопросы. И вот по факту сейчас здесь я в разговоре с вами, как будто просто с каждым там, минутой, с каждым часом просто начинаю лучше понимать, а почему я за последние несколько лет вот такие вопросы себе задаю и нахожусь в поиске. Вот сейчас для меня я начинаю откровение даже получать. мне кажется, что каждый, так сказать, нормальный мыслящий человек вообще постоянно в поиске находится. А как раз какие-то катаклизмы социальные, они, конечно, это все Запускаю. обостряют, да, и, в общем, начинаешь задумываться, так сказать, о самоидентификации, потому что это ведь то же самое. Дело в том, что наше вот это сопричастие нашей культуре — это, в принципе, то же самое, что наши отношения с родителями. И это тоже, опять же, архетип, да, то есть это архетипич, ну, то есть это очень важно для становления личности. Вот, собственно, базовым в психологии, да, в психоанализе является как раз твои отношения с родителями, с матерью. Очень важные отношения, потому что это первый человек, через которого ты познаешь мир. И, собственно говоря, твоя культура — это тоже такое же материнское начало, да. То есть и у нас интересно, что у нас даже в языке, в русском, да, есть 2 слова: родина и отечество. То есть это как раз мать, земля, вот это вот материнское начало, да, архетип материнский, а отечество — это архетип отца. Потому что вот, собственно, роль отца, да, для человека, она, позже немножко, да, начинает актуализироваться. То есть сначала ребенок, там, младенец, он находится в симбиозе с матерью, да, через ее тело даже, да, сначала познает мир. Потом, когда, скажем, проходит он стадию зеркала, что называется, да, по Лакану, ну, то есть он, наконец, понимает, что он какое-то самостоятельное существо, да, Кстати, зеркало, да, да, кстати. да, физически он, так сказать, обретает самостоятельность и так далее, да, потом только, да, и то это еще, как сказать, самый ранний тоже период, да, когда он там через физическое и все остальное, да, тоже он воспринимает весь мир тоже как физическое.
И также и в культуре, кстати, да, те же самые этапы культура проходит. То есть сначала это мифологический период, да, скажем, и рабовладельческий строй, как раз тоже там античность, это все вот это вот телесная такая эстетика, да, и мировосприятие телесное, и потом уже вот, собственно, период средневековья христианский, когда мы начинаем сама культура, да, и вот так она строится уже на открытии другой реальности, нематериальной, да, духовной, то, что мы называем. И точно так же и здесь. Отец, на самом деле, это архетип духа, да, у Юнга. И вот, собственно, материнское и отеческое, да, оно различается как раз по стихиям в том числе, да. Мать — это земля, то есть это что-то материальное. А отец — это что-то такое, это ветер, например, или вода. То есть и вот как раз во всех мифологиях, да, скажем, собственно, вот первые божества, да, которые олицетворяли стихии, да, так мы называем хтонические существа, первые были всегда с землей связаны. Из земли они рождаются, там разные чудовища и прочее, да, там, собственно, это тоже еще отдельная тема Да. этих монстров, да, что они, ну, то есть это как раз есть символ Сейчас кто-то говорит, это бессознательного, русская собственно, хтонь, там, да-да. Ну, сказки вот, кстати, Карелии, вот в ту вот вообще сторону. удивительное время мы живем, потому что все эти слова и термины, которые как раз в культурологии-то они являются основными, они потом, они вдруг стали такими популярными. Потому что, да, на каждом шагу эта хтонь сейчас у нас возникает. И Эти вот, блогеры, страшилки, да, огромные а охваты, в изначально, да, рекомендациях миллионы просмотров у всех. Вот. вот, а хтонь, ну, сейчас это, кстати, употребляется как-то в смысле вроде жуткого чего-то, да. А в принципе хтоническое, ну, это вот стихийное, природное, да, близкое, растущее из земли, по сути дела, да. А вот как раз отеческий, да, архетип, ну, как раз там тоже есть мужские архетипы, там, связанные с быком, там, с плодородием и так далее, но есть и другая сторона, да, там, мужского тоже начала, это дух, что-то такое изменчивое, непостоянное. Ну, в Отец принципе, мы ушел все за знаем, да, хлебом, что вот, мужчины у да. нас как раз воплощают Шутки вот часто эти. этот архетип. Вот, ну, и то есть, собственно говоря, интересно, да, что как раз отечество, да, вот, собственно, вот опять же, да, переходя на этот уровень уже более глобальный, да, там, скажем, есть ощущение приверженности к родине, вот как к матери, да, это как раз на бессознательном уровне только может быть. И любовь к родине, она тоже не может возникнуть ниоткуда. Она естественная. Вот она как И вот сказать, этот образ героя, образец для поведения подражания, да. защита А вот, родины, собственно, отечества. образ отечества, он возникает позже. Да. Это как раз уже в большей степени, мне кажется, связано с пониманием роли, там, не знаю, государства, истории, да, скажем, вот как раз, ну, не знаю, там, в том числе и, скорее всего, да, и образы воинов, там, и Это вот как раз образы получается такие, да. защита от внешних Да, мгм. Ну, в том числе агрессий, функция, да, появляется здесь. образ Мгм. отечества как защитника, как стены, опоры. Да, и тут уже, ну, это, так сказать, если дальше развивать, то есть уже это взрослый человек, который, так сказать, понимает, да, твою роль там и долг какой-то, да, перед отечеством, например, да. А, так сказать, любить родину, да, или, это, так сказать, больше детское, да, ощущение, но это оно, с другой стороны, более искреннее и более глубокое, может быть, да, такое, скажем, действительно, это любовь. И вот тут можно так сказать, что вот если переходить к вопросу об образовании и воспитании, да, сейчас, ну, у нас же тоже на первом месте этот вопрос стоит. Все время все говорят про патриотическое воспитание и так далее, да. Искренне или навязанная вот эта Да, история. да-да, вот этот там квасной патриотизм, да, там разделяется, или там настоящий, там он какой-то искренний и так далее. Так вот, мне кажется, что как раз отторжение вызывает, когда это все каким-то неестественным способом, так сказать, да, через пропаганду там какую-то, через... Это как раз только обратный эффект может иметь. А вот естественный эффект может быть только через культуру. Вот И вот потому как что, раз вот не в лоб, да, как мы конечно, говорили, потому что на а как бессознательном еще уровне. любовь-то, как она возникает? Как раз тут у нас богатая, просто богатейшая культура через что угодно. Ну, начиная вот там со сказок тех же самых, с фольклора, дальше уже переходя к более сложной литературе, да, которая тоже у нас просто лучшая в мире, или музыка, да, театр, да, живопись, все что угодно. То есть это
это же, ну, просто такая кладезь просто, да, вот всего этого. И зачем нужно выдумать, мне всегда, да, изобретать колесо и делать все как бы через неправильно, да, Ну, чтобы вот всем противно как было, раз да. вот там и про медийщиков скажу, те, кто занимается коммуникациями, или те, кто в киновузы, да, вот идет Мгм. там, как я, чтобы пытаться понять, разобраться, Мгм. как раз вот нужны проводники, но не в плане вот там нам сказали, что есть книги, там вот и разбирайтесь, а вот как Мгм. раз не просто так. Да. Здесь я вот это Олеся Витальевна книга, но я еще не только про формулу культуры еще хотела спросить. То есть каким способом, вот таким несколько советов медийщикам, вот здесь непосредственно искусство и философия, удивительные параллели, необычная интерпретация. Это как раз для меня стало открытием, и не только книга, еще и канал в Мгм. Телеграме, блог в Дзене. То есть все, ну, понятно, на стриминговых там видеоплатформах и на телеке тоже. Именно как раз как именно медийщику, какими способами, да, кроме обязательно там разборы, все статьи смотреть и посты, вот образами, да, то есть начать первый слой снимать понимание, интерпретации как раз через вот такие примеры, как там, ваши статьи, даже не имею в виду научные вот эти там сложные, да, которые там на конференциях, а вот начинать медийщикам хотя бы изучать вот такие базовые разборы картин и произведений, и вот что еще изучать, чтобы разобраться? Как самостоятельно выстроить себе план разбора, чтобы погрузиться и не запутаться? Потому что те же медийщики как раз их и тоже просят, например, писать про, ну, какие-то образы там героев собирать. Как себя не загнать вот в эту насильственную пропаганду? Ну, никто не заставляет, это Мгм. понятно, но вопрос в том, что как разобраться? Вот я себе задаю вопрос. Ну, вот просто я так думаю, что я, когда начала этот дзен вести, да, я вообще, у меня была такая цель как раз популяризировать разные концепции, поскольку у меня много написано научных статей, больше там 50 уже, наверное, да, и плюс книги есть. Для Вот людей как раз вообще, да, попроще, я как как раз говорится. оттолкнулась от этой книги, поэтому у меня канал называется «Искусство и Да. философия» точно так же, и в Телеграме, и в Дзене, да, то есть я просто хотела попробовать. Я думаю, а что, если я буду популяризировать это? И я просто главы оттуда брала, некоторые статьи, которые я пишу, я их даже не упрощала, если честно. Ну, то есть никаким там простым языком я их не переписывала. И, как ни странно, я удивилась, да, что стали люди читать. У меня там есть такие статьи. Вот у меня, на самом деле, одна из самых достаточно сложных, я бы сказала, статей про медузу Горгону, про перевертыш. Вот там этот, да, есть такая современная скульптура, где медуза Горгона отрубает голову Персею. Вот. И я просто, когда ее видела, мне стало очень самой интересно, символом чего это. Ну, понятное дело, что это символ феминизма. Ее поставили там напротив суда, где этого Харви Вайнштейна судили. То есть это там такой прям есть конкретный посыл, да, ну, то есть такая И месть получается, чтобы это женщин. сделать, это же тоже надо знать, что это символ феминизма, или догадаться и Нет, ну Лучано поставить. Это, Да, Лучано Горбати, ну, в скульптор, плане, что да, вот... он дело в том, что он итальянского происхождения. Тут тоже, смотрите, как интересно. Как начинаешь вот это все копать, он же вот вырос в Италии, да, и он во Флоренции, там, скорее всего, постоянно видел этого Персея, который отрубает голову Медузе. Ну и, в общем-то, это такой общий ренессансный символ, а потом и античный и так далее, да, там это с мифами разными, интерпретациями этих мифов связано. Там одно у греков, другое у римлян, там и так далее, там это целая история. Но суть-то в том, что он сам, да, вот такой культурный диалог установил, а потом это применил к современности. И, например, собственно, поскольку у них-то вот эта феминистическая повестка очень актуальна, они все нормально как бы считывают этот текст. То есть они видят, вот какая-то, значит, женщина отрубает голову мужчине. То есть им не важно, кто там она, Медуза, кто такой Персей. Я 100% уверена, что американцы
вообще не понимают, что это за контекст там какой-то, да, мифологический, что это вообще значит и так далее. Но вот для нас, да, интересно, что в этом произведении сразу вся наша, в общем, история этой европейской цивилизации просто слоями там как нагромождена, да, и вот просто очень интересно. И мне это было интересно, что это означает именно в культурном контексте сейчас. И поэтому я писала статью, она так называется «Медуза с головой Персея как символ постгуманизма». То есть это вообще там концепцию вывела того, как человек сам себя отрицает просто, да. То есть это не просто там, скажем, какая-то легенда, история, вот проходящая, да, условно говоря. Потому что, ну, потому что эти культурные архетипы, они вот такие, они глубокие, они демонстрируют нам вообще все, что с нами сейчас происходит, что происходит с нами вообще с цивилизацией сейчас, То есть, да. если хотите узнать, что с вами происходит, обратитесь именно к Можно ко мне культурологии. обратиться. Но главное, Я про объясню. статью тоже не рассказывайте, мы зайдем все почитать. Нет, но я суть нет, я про это хотела Да, говорить. Вот про дзен как раз. И я думала, ну, в общем, сложная какая-то статья. Причем я говорю, я ничего там не меняла совершенно. У меня это самая популярная статья, там сотни тысяч вообще прочтений, миллион каких-то комментариев. Люди, вы не представляете, как они на это реагируют. Это у кого-то агрессия просто бешеная, просто там начинается. Но, ну, вы знаете, там, затронули в за Дзене там это живое. там они, ой, кричат между собой, там такая перепалка. Я просто уже даже потом не стала туда заходить, смотреть, потому что кошмар какой-то там начался с этим делом. Ну, я просто поняла, что это людям интересно. И я поэтому стала дальше. В общем, это все, собственно, часть там вот глав из этой книги, там часть из, в общем, разных там других статей. И в общем, ну, там как-то странное вот это вот, да, Ну, вот не эти угадаешь, что популярно, разборы, что нет, ну, просто да. они Но вот самое находят популярное свою... все равно всегда все, что связано с мифами, очень всем интересно, с этими образами, которые вот в изобразительном искусстве, они когда там кочуют, например, из эпохи в эпоху, и как они потом переосмысливаются, тоже очень всем всегда интересно. Ну, вообще, что-нибудь такое странное, понятно, там, безобразное, уродливое какое-нибудь или... Ну, как всегда, и вообще меня всегда удивляет, что вот чтобы было много просмотров, да, или там нужно просто какое-то обнаженное тело поместить на картинку. Это стопроцентный успех. Просто казалось бы, ну сколько можно, да? Ну, все Максимальное количество ну, кликов на но все статью. равно это не, так сказать, неизменно почему-то вызывает интерес. Ну, в общем, так Ну, сказать. Но культурологи ответят на этот вопрос, да, да, я к тому, почему. что да, а медийщикам как раз, мне кажется, им, я думаю, что культурологи были бы в помощь как раз, да, потому что, ну, дело в том, что я еще раз скажу, чтобы быть культурологом, это все равно нужно очень много прочитать. То есть это переработать огромный массив Уже то литературы. количество фамилий, которое сегодня было Да, да, дело в названо, том, что я вот всю жизнь же этим занимаюсь, то есть уже там, ну, не знаю, как минимум лет 30, да. То есть, и все равно я могу сказать, я же не все прочитала, да, там, от корки до корки. И мне, у меня еще вот дома вот стопки просто тут книг, и то, непрочитанных что это вот мне этих. надо вот это прочитать еще, а что-то еще перечитать мне хочется, потому что я, ну, условно, там прочитала там 20 лет назад, да мне все равно хочется это освежить и так далее. То есть это правда, вот все ученые-гуманитарии, по сравнению, кстати говоря, с химиками, какими-нибудь биологи, вот можно даже так заметить, когда защищают диссертации, да, по естественному науку, там и в 25 лет можно защитить, и в 30, потому что там на самом деле объем знаний не такой большой, который нужно изучить и постичь. А вот все, кто гуманитарные защищают, да, дисциплины, это всегда 40 плюс, 50 плюс, там раньше там вообще даже еще и позже Нужно время обычно защищают, прочитать там докторские литературу, защищают, да. Да разобраться. просто это потому, что ты должен через вот это все через себя пропустить, все это переработать, а потом выдать это вот в таком виде, да, в каком-то сжатом. Поэтому я говорю, что культурологи, мне кажется, они очень актуальны скоро станут. Ну, потому что вот мы как бы носители, да, этих Да.
таких вот Предугадали тренд на знаний, да, которые много можно веков. спрессовать и как-то вот это выдать, да, вот именно Выдать решение, причем сценарий, крутую да. концепцию, то, что зайдет и будет максимально сразу расшифровано вот в этих кодах. А я еще все время вот советую нашим тоже студентам, режиссерам там, или драматургам, я говорю, что мне просто всегда поражает, что все время все одно и то же перемалывают, как жвачку, да, вот, собственно, там скандинавские мифы у нас есть, экранизированные, да, греческие тоже в какой-то степени, еще какие, но и больше-то и нет. А на самом деле этих мифов и этой мифологии огромное количество. Просто надо было спросить у Нет, культуролога, о почему мне чем, просто мне что это удивительно, почему к этому не обращаются, да. То есть, ну, понятно, там библейские сюжеты, Мгм. а там, ну, хотя бы шумерские, почему бы не их не они это как раз самые первые, которые появились, откуда все выросло. Там очень много всего интересного. Или, ну, не знаю, ну, вот сейчас славянские, да, у нас как раз стали как-то популяризироваться, да, и изучаться. Но у нас проблема только в том, что у нас письменных источников никаких не осталось. У нас это все собирать надо прям по крупицам, да, и в этом как бы проблема. И тут много чего уже сами там допридумывают, да. Ну, но все равно основа, так что положительная. Да. Это очень. Но я говорю, что материала вот этого вот культурологического просто огромное количество, бездна. То есть можно там Так, в общем, контент плана будет заполнен на весь год. да, Стоит да. только открыть тему культурологии. Вот. И небольшой блиц в завершение Мгм. нашей встречи. Я начинаю, вы продолжайте. Когда человек понимает свою культуру, то он Он становится полноценным, счастливым, гармоничным. И, я думаю, таким спокойным. Ну, в смысле, его не разрывают противоречия и никаких, неврозов и психологических, расстройств. вот оно, ключик. Да. Продолжаем. И современные медиа для культуры — это Это инструмент, прежде всего, трансляции, смыслов, ценностей и тех же самых пресловутых культурных кодов. культурный код, это Но на самом деле это многослойный такой вот, феномен или структура, можно даже так назвать, наверное, это структура некая, которая состоит из множества элементов, но все-таки базовым является набор архетипов, я так думаю. Спасибо большое. И с нами была Олеся Витальевна Строева, доктор культурологии, проректор по научной работе Института кино и телевидения ГИТР, профессор и заведующая кафедрой теории и истории культуры. Спасибо большое. Спасибо большое, приобщайтесь к культуре и культурологии.